Обращение к белорусским отцам. Сегодня мы получаем все больше информации о том, что наши белорусские солдаты могут принять участие в военных действиях в Украине. По последним данным, в ближайшее время для всех военнообязанных с 18 до 60 лет будет закрыт выезд из Беларуси. И сегодня я записываю это обращение не как политик, а как отец. Как отец к отцам. Обязанность каждого отца, каждого настоящего мужчины защищать свою страну, свою семью и своих детей. Я бы сказал, что своих детей настоящий отец должен защитить в первую очередь. Я не знаю, что сейчас чувствуют отцы белорусских солдат, которых уже отправили или еще только собираются отправить на преступную войну с братской Украиной. Но уверен, что это чувство даже близко не похоже на гордость, которую испытывают сегодня за своих детей отцы Украины. Возможно, многие из вас неделю назад, буквально за день до того, как Россия вторглась в Украину, отмечали 23 февраля, так называемый День защитника Отечества. Отмечали в обстановке российской оккупации, отмечали накануне преступной войны. Белорусские отцы, это не наша война, но это наши сыновья будут на ней умирать. Они не будут защищать свое государство, они не будут героями. Они вторгнутся на чужую землю, в чужое государство, потому что так захотели Путин и Лукашенко. А вы, отцы, хотите этого? Хотите, чтобы ваши дети, ваши сыновья воевали за Лукашенко и Путина? Хотите, чтобы они стреляли в наших братьев-украинцев и погибали от их вынужденного ответного огня? Нет. Этого не может хотеть ни один белорусский отец, ни один настоящий мужчина. Сегодня почему-то принято обращаться только к матерям и женам. Да, белорусские женщины настоящие героини, и они уже доказали это всему миру в 2020 году. Но быть защитником – это в первую очередь отцовский долг, долг настоящего мужчины. Сегодня пришло время настоящих мужчин, пришло время защитить своих детей и своих сыновей. Вы взрослые мужчины, вы знаете, что делать, и инструкции здесь не нужны. Белорусские отцы, время действовать.